Если говорить о потенциале команды нашей республики, то спортсмены Карачаево-Черкесии должны быть в тройке лидеров, говорят в Минспорте республики. Сейчас все настроены только на золото. Аслан Карданов и Юлия Блинаова участвуют в фестивале культуры и спорта народов Северного Кавказа 5-й раз. Они оба не профессиональные спортсмены, но часто участвуют в соревнованиях лучников различного уровня и нередко занимают призовые места. Последние дни перед фестивалем они ежедневно проводят в упорных тренировках, оттачивая мастерство перед ответственным состязанием. С тобой вся республика, и, естественно, твои очки, вот то, что ты зарабатываешь, они очень много значат для общекомандного первенства на данных соревнованиях. И это все больше подстегивает, это все больше толкает к тому, что желание выиграть эти соревнования. Конечно, эмоции бывают, когда выигрываешь, что-то делаешь, очки зарабатываешь. А вот поддержка болельщиков сильно? Конечно, конечно, сильно. Особенно близкие, родные, семья. Постоянно звонят там, как у тебя, что прошло. Фестиваль 2 года подряд проходил в Карачаево-Черкесии. Еще тогда был дан хороший импульс и задан высокий уровень. Анна Костина, которая в Грозном будет соревноваться в прыжках в длину, признается, что для нее это шанс на реванш, потому что до прошлого года она всегда занимала места в тройке лидеров. А неповторимый вкус победы, который известен каждому спортсмену, ни с чем не сравним. Виктория улыбается только упорным, а этого качества Анне не занимать. Если соревнования завтра, вы готовы уже? Всегда готова. У меня нет такого, что соревнования, там думаешь о соревнованиях, такого нет никогда. Настраиваешься в день соревнований. Как вы готовитесь сейчас? Есть ли у вас какой-то особый свой секрет? Нет, абсолютно нет никакого секрета. Пришла, побегала, попрыгала, все, домой. Как обычная тренировка. Фестиваль культуры и спорта народов Северного Кавказа задуман с целью возродить традиции и обычаи и те виды спорта, которые культивировались на территории Северокавказского региона испокон веков, то есть традиционные национальные спортивные игры. Легкоатлет Ильяс Батчаев будет зарабатывать очки в общую копилку Карачаево-Черкесии в таком исконно кавказском виде спорта, как метание камня. В первую очередь это для меня дань почтения нашим предкам, так как это было достаточно такое для них знаменательное, если можно сказать. То где-то развлечение, где-то наоборот показ своих сил, возможностей, удаль свою молодецкую проявить. Такая именно своеобразная дань предкам. Самое главное достойно представить нашу республику на таком исконно таком кавказском виде спорта, как метание. Сценарий фестиваля тот же, что и в предыдущие годы. Культурная программа включает в себя все разнообразие умений народных мастеров, а ими Кавказ всегда славился и поражал воображение даже самых искушенных. Спортивная часть также представлена традиционными для региона народными видами спорта: армрестлинг, борьба на поясах, перенос тяжестей, ходьба на ходулях. Удачи нашим спортсменам, она никогда не помешает поболеть нашим жителям нашей Карачаево-Черкесской республики, поболеть по-настоящему за наших ребят, которые там будут выступать. И, конечно же, нашим спортсменам достойного места на этих предстоящих Кавказских играх. Фестиваль культуры и спорта народа Северного Кавказа призван позиционировать Северокавказский федеральный округ как стабильный и динамично развивающийся во всех отношениях регион. Возможность проведения культурно-спортивного мероприятия такого масштаба на территории любого субъекта СКФО – самое лучшее подтверждение того, что Северный Кавказ – территория мира и согласия. Ахмат Халкичев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия.